Артисты репетируют и ждут своего выхода. Среди них Амиде Белялова. На концерте вместе с ансамблем представит танец, исполнение которого начинается с медленной части «Агырова», а затем сменяется темпераментной хайтармой. Исполнять его будут артисты балета Крымско-Татарского театра. Этот номер, он особенный для нас, ведь он передает всю палитру нашего танцевального мира, красоту, техничность, изящество и мужество. Своя атмосфера и за кулисами. 150 танцоров и певцов из разных уголков полуострова представят около 20 номеров. Пока одни артисты готовятся в гримерке, другие уже на сцене. Выступающие выкладываются на все 100%, чтобы передать зрителям свои чувства и эмоции. Мероприятие проходит в стенах Крымско-Татарского академического музыкально-драматического театра и посвящено Дню воссоединения Крыма с Россией. В программе и зажигательные танцы разных народов, и протяжные, и лирические, и народные, и патриотические песни о Крымском полуострове. Концерт «Крым-полуостров дружбы» собрал больше 100 крымчан. С праздником отдельно поздравили детей и ровесников крымской весны. Сегодня в зале мы будем чествовать детей, кому исполнилось 8 лет, то есть ровесников крымской весны, в том числе одна из таких будет мероприятий. И мы видим, что Крым, рождаются новые крымчане, новой формации, все будет хорошо. Организаторы концерта «Дом дружбы народов» и Государственный комитет по делам межнациональных отношений Республики Крым. В этом зале собрались все национальности, народы всех национальностей, которые проживают у нас в Крыму. Крым один из самых многонациональных, это 175 национальностей проживает. И сегодня мы все вместе, я думаю, такое грандиозное событие, оно еще раз показывает, что в Крыму межнациональное, межконфессиональное согласие. Концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией, проводится ежегодно на протяжении 8 лет. Сусанна Садыкова и Дмитрий Низовой, телеканал «Миллет».